К другим темам. Запад негодует и бесится в бессильной злобе, вводя очередные пакеты санкций, а российская экономика и бизнес, кажется, все больше адаптируются к работе в новых реалиях. Разве это не прекрасно? Конечно, не должно быть никаких шапкозакидательских настроений, но мы просто обязаны выжать из этой ситуации максимум пользы для себя, для наших предприятий и регионов. Как не вспомнить слова президента Татарстана Рустама Минниханова, которые он сказал еще в апреле. Понятно, что мы жили иллюзиями и увидели свои слабые места. Но и в этом есть плюсы. Я всегда говорю, важно, чтобы эти санкции раньше 5 лет не сняли. Иначе мы опять найдем легкие пути. И в данном случае это касается не только IT-сферы, авиастроения, машиностроения, легкой промышленности. Рестрикции западных стран, например, уже помогли нам поднять такую отрасль, как внутренний туризм. Посмотрите, как раскрылся туристический потенциал Татарстана и не только хорошо всем известных Казани, Елабуги, Болгара, Свияжска, но и Лаишева, Зеленодольска, Камского устья, Тетюш. И что немаловажно, для самих татарстанцев эти красивейшие места заиграли новыми привлекательными красками. Вы только посмотрите на эту красоту. А теперь вопрос на засыпку. Узнаете это место? Не мучайтесь, я подскажу. Так выглядит учебно-тренировочный полигон филиала сетевой компании «Буинские электрические сети». Находится он, как вы видите, в живописнейшем месте на берегу Волги в городе Тетюши. Такой вот великолепный учебно-тренировочный полигон, где лучшие бригады электромонтеров из Татарстана соревнуются в конкурсе профессионального мастерства. Зрелище, надо признать, завораживающее. Сейчас, когда многие состязания спортсменов чемпионата мира и Европы нам недоступны в силу известных причин, я бы переключил внимание наших зрителей на такие соревнования. Уверяю вас, есть на что посмотреть и за кого поболеть. На этой неделе 3 дня на Тетюшском полигоне было жарко и в прямом смысле слова, и в плане состязательной борьбы. Кому улыбнулась удача, кто показал силу и ловкость и настоящее профессиональное мастерство. О состязании, в котором есть победители, но не бывает проигравших, в нашем репортаже. Официально эти состязания называются «Системные соревнования», название лучшей бригады распределительных сетей сетевой компании. Неформально сами участники говорят «Наш Энергосабантуй». А в каждой шутке, как известно, есть своя доля шутки. Атмосфера праздника, дружелюбие, единение, что называется, витает в воздухе. А воздух здесь, в Тетюшах, на полигоне сетевой компании, такой, что его можно буквально вкушать. Наслаждаться каждым моментом пребывания здесь, на живописном берегу Волги. Соревнования он всегда дает профессионализм, подготовка, переживания. Ребята еще углубленно изучают свои знания, применяют, показывают свои навыки абсолютно, передачи, практики. Тем более они приезжают своими наработками, улучшением своих рабочих мест. Это нельзя передать, как они вот переживают за это все. Мы видим каждую команду, и каждый старается. Но здесь уже вот они знают от А до Я свои функции, свои специальности. Красота красотой, но и на Сабантуе есть свой дух состязательности, а соревнования электромонтеров – это в первую очередь борьба, конкурс. И пусть технический директор сетевой компании, главный судья соревнований Альмир Латипов, выступая на церемонии открытия, заметил, проигравших здесь точно не будет. Всем здоровья, пусть победит сильнейший. Участники этой лучшей бригады в своих филиалах настроены по-боевому. По традиции флаг соревнований поднимает действующий чемпион, и это команда Буинских электрических сетей. Надо признать, радушные хозяева в соревновательном плане не настроены делать подарки конкурентам. С 2016 года переходящий кубок соревнований прочно осел в филиале Буинских сетей. Только подготовка. Слаженность работы бригады, то есть коллектив должен быть слаженный, они должны понимать друг друга с полуслова. Полигон разбит на участки или на сектора, и на каждом проходит свой этап соревнований. Всего их 7. Задача команд – показать себя с лучшей стороны на каждом из этапов и по сумме баллов. Нулевой этап – проверка оснащенности бригадных автомобилей, и в том числе в соответствии с требованиями бережливого производства. Экзамен проходят электромонтеры альметьевских сетей. Нужно показать и рассказать, как и чем оснащен автомобиль, представить необходимую документацию.
Принципы бережливого производства внедрены абсолютно во всех филиалах сетевой компании, поэтому больших сложностей при прохождении этого этапа у бригады не возникло. Оцениваем также знания персоналом, для чего нужен 5С, чем он помогает им в работе. Теоретические этапы сменяют производственные, проверка знаний проходит в условиях максимально приближенных к реальным. Здесь отрабатываются самые главные навыки энергетика электромонтеров. Мы, как видим, здесь это непосредственно работа на линиях, работа по замене подводок, по тушению пожара. То есть эти те ситуации, которые в реальной жизни у них могут возникнуть в любой момент. Один из самых опытных и строгих судей соревнований Сергей Ислентьев, начальник управления надзора сетевой компании, старший судья этапа номер 6. Проводит тщательный предварительный инструктаж с командой из чистопольских сетей. На этом этапе проверяется способность бригады действовать в экстремальных условиях при тушении пожара. Причем сам объект повышенной опасности, энергоустановка. Поэтому здесь требуется практически идеальная слаженность в работе, внимательность и в то же время решительность. Уложиться в норматив еще полдела. Чтобы показать достойный результат электромонтерам, мало быстро бежать и умело тушить. Нужно грамотно вести переговоры с диспетчерской службой. К слову, действия диспетчеров оцениваются отдельно. Эти специалисты выполняют двойную функцию, они и участники соревнований, и помощники в их проведении. Бригады постоянно выходят с ними на связь, и задача диспетчера оперативно реагировать на запросы. От них зависит очень много. Это и безопасность персонала, и правильное сведение переключений, и работоспособность оборудования. Поэтому диспетчерский персонал должен быть подготовлен на высшем уровне. Только здесь, когда отрабатываем непосредственно на полигоне, практически сталкиваемся с этим вопросом, мы, нарабатывая вот эти пункты, мы уже будем на каком-то там, можно, подсознательном уровне действовать правильно, уже когда сложится такая авария. Давай! Еще один из зрелищных этапов – освобождение пострадавшего от действия электрического тока и спуск его с опоры. Этап проходит бригада казанских электрических сетей. Волнение сказывается, но по слаженности, скорости выполнения задания нужно вложиться в норматив 4 минуты. Казанцы справились за 3:30, к бригаде вопросов нет. Минимальная передышка и новые задания. Участники соревнований должны реанимировать пострадавшего. В его роли манекен Гоша. 13, 14, 15, 16. Ритмичные выверенные движения под градом, но беспристрастный компьютер выдает вердикт. Результат отрицательный, а значит минус 70 баллов для молодой амбициозной команды. Нет вкуса. Давай, вдох. 6 минут прошло. Остановка этапа. Впоследствии казанцы, которые на всех остальных этапах выступали блестяще, будут часто вспоминать этот эпизод. Тогда, когда вот это не откачали Гошу, Ваню, Илюшу, эту, который безмолвный, сказал, все, обнулились, сбросились, еще впереди 6 этапов, за каждый балл грыземся. Они должны оперативно уметь влиять на любую ситуацию, как на аварийную, где связано, например, с отключением оборудования, так и нештатную ситуацию, когда связано с наличием пострадавшего в электрических сетях. Много чего узнаешь, когда проходишь все этапы, это вся наша работа, по сути. Когда именно этапы проходишь, это все прям в голове все остается. И это как бы повышает твой профессиональный уровень. Ескин нәрсе болса да, біз сынатырға тырышмадық, бек яқшы қатнаштық. Фұрсаттан файдаланып, менің үшін жанатар болып тұрған семьяма, қызым Зилияма, Күтік ауылында яшауші, Орша районы Күтік ауылында яшауші әнейіме, сөймәге бек зор рахматымын айтасым келе. Этапы, где отрабатываются разные виды работ, которые бригады проводят под напряжением. То, что наши электромонтеры, можно говорить со всей ответственностью, умеют делать лучше и больше всех в России. Татарстан, признанный лидер в этом направлении, на текущий момент уже проведено 277 тысяч работ под напряжением. Во всех филиалах и на всех уровнях напряжения от 0,4 до 500 киловольт. На конкурсе оценивается не столько быстрота выполнения работ, сколько, опять же, слаженные действия и соблюдение всех норм безопасности. Больше упор делается все-таки на безопасное выполнение работ, потому что при выполнении работ под напряжением все-таки у нас потребители все остаются с электроэнергией, в общем-то никто не страдает, поэтому здесь время это как бы не основной показатель.
3 дня ярких состязаний, обмена опытом, круглых столов завершались таким же ярким и красочным подведением итогов. Поздравления принимали все участники соревнований. Самый молодой и самый опытный электромонтер, лучший по отдельным номинациям и, конечно, призеры основного конкурса. Меньше 3 баллов ребятам из казанских сетей не хватило до заветного 3-го места, а бронзу увозят с собой бригады из бугульминских электрических сетей. 2-е место у бригады приволжских сетей, а победитель, правильно, бригада из буинских сетей. В награду главный кубок и подарочный сертификат на 1,5 миллиона рублей. Эти деньги филиал сетевой компании сможет потратить на покупку необходимого оборудования, техники и обучение персонала. А кубок никуда не переезжает, по крайней мере, еще на 3 года, до следующих соревнований. Посмотрите, пожалуйста, на кубок. Если на него внимательно посмотреть, то последние 3 раза буинские сети занимают 1-е место. Удержать очень сложно, понимаете, потому что уровень подготовки электромонтеров в компании за последние годы резко вырос. Тимур Бекмурзин, Владислав Поташников и Александр Лобанов. 7 дней.